Здравствуйте, с вами журналист Олег Живнин и передача «Зона особого внимания». Остерегайтесь предложений о быстром и легком заработке в интернете. Если же данные или деньги попали к мошеннику, сразу обратитесь в службу поддержки банка. Сотрудники банка заблокируют карту. Если же деньги перевели на карту злоумышленников, незамедлительно обратитесь в полицию. Мы продолжаем тему дистанционного мошенничества. Только за прошедший год, 2023, и за 9 месяцев этого года дистанционными мошенниками похищено более 1,5 миллиарда рублей. Это только у якутян. И поэтому сегодня в нашей программе выступает с обращением уполномоченного по правам человека Сардана Михайловна Гурьева. Мы обращаемся в адрес компетентных органов провести дополнительные мероприятия для того, чтобы был реализован принцип неотвратимости наказаний. Обращаемся к банкам, сотовым операторам принять дополнительные меры для того, чтобы были сохранены деньги и впоследствии недвижимость наших граждан. Банки могут ввести дополнительные меры безопасности при переводах денег. Например, требовать подтверждения операции по телефону или через мобильное приложение, а не только по СМС. Активно информировать клиентов о способах защиты от мошенничества. Проводить обучающие кампании, публиковать статьи и видеоматериалы, использовать баннеры онлайн-банкинге. Блокировать подозрительные транзакции. В случае выявления подозрительной операции связываться с клиентом для уточнения деталей и предотвращения мошенничества. Сотрудничать с правоохранительными органами, предоставлять информацию о подозрительных операциях, также данные о мошенниках. Телефонные операторы могут ввести ограничения на звонки с неизвестных номеров. Например, блокировать входящие звонки с номеров, не зарегистрированных в их сети. Разработать систему проверки подлинности звонков. Вводить специальные коды или уведомления, которые подтверждают, что звонок действительно идет от официального представителя банка или другой организации. Сообщать о мошеннических номерах. Собирать информацию о номерах, с которых осуществляются мошеннические звонки, и передавать ее в правоохранительные органы. Активно сотрудничать с правоохранительными органами. Предоставлять информацию о мошенниках, их местонахождении и других данных, которые могут помочь в расследовании. Граждане могут быть бдительными по отношению к своим родным, звонить и интересоваться жизнью своих одиноко проживающих пожилых людей, разговаривать и предупреждать о случаях обмана, о примерах обмана членов семьи. Только совместными усилиями мы можем противостоять этому злу, преступникам, телефонным мошенникам. Требуется слаженная работа банковских учреждений, сотовых операторов, всех других компетентных органов и также граждан и, безусловно, самого гражданского общества. Не будем молчать и давать сигнал о нарушении прав, имущественных прав граждан, о праве граждан на охрану жизни и здоровья. Только совместными усилиями добьемся того, чтобы наши граждане были защищены.
Не сообщайте никому какие-либо смс-коды и пароли. С помощью них аферисты взламывают аккаунты в госуслугах и получают доступ к документам, после чего оформляют на имя жертв кредиты. Не сохраняйте пароли от мобильного банка и госуслуг в облачном хранилище телефона или браузера. Если ваш аккаунт будет взломан, аферисты получат доступ к вашим персональным данным. При отказе от услуг оператора сотовой связи открепите свой номер телефона от всех личных кабинетов, мобильных банков и аккаунтов в соцсетях. В случае, если мошенники завладеют вашей старой сим-картой, они смогут воспользоваться ею для доступа к вашим персональным данным. При поиске в интернете официальных сайтов магазинов, банков или других организаций пользуйтесь российским поисковиком и ищите сайт с галочкой. Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если они были отправлены вам знакомыми. В них может скрываться вирус, способный передать все ваши данные кибераферистам. Добавьте номер своего банка в список контактов. С помощью специальных программ мошенники могут подделывать любые номера. Если вы добавите номер своего банка в контакты, он будет высвечиваться именно так, как вы его сохранили. При возникновении любых вопросов или сомнений всегда перезванивайте на официальный номер организации, набрав его на клавиатуре самостоятельно. Только так вы сможете быть уверены, что собеседник не мошенник. При разговоре по телефону не поддавайтесь эмоциям. Задача мошенников – ввести вас в состояние паники, чтобы вы не могли объективно оценить ситуацию. Лучше всего прекратить разговор и перезвонить близким для уточнения информации самостоятельно. Конечно, кроме правоохранительных органов, с мошенниками борются и другие организации. Действительно, к сожалению, меры профилактики не всегда дают свои нужные плоды. Даже те люди, которые прослушали профилактические лекции от сотрудников МВД, от уполномоченных на своем рабочем месте, да, там действительно уже дошло до того, что людей специально в МВД обучают, чтобы они работникам на производстве, на своих предприятиях проводили лекции. Это все прослушивают и все равно становятся жертвами мошенников. И ввиду этого Народный фронт запустил такую программу, как «Мошеловка». И есть сайт мошеловка.ру, на котором можно внести данные телефонов, с которых вам звонят мошенники. Если вы разоблачили мошенника, если вы узнали, что, предполагаете, что это мошенник, вы, соответственно, можете забить эти данные непосредственно на сайте. И тем самым мы в дальнейшем запускаем процедуру, о которой более подробно расскажет наш эксперт Рита Якушева. Она аккредитованный эксперт по финансовой грамотности. Сайт может быть полезен каждому человеку, которому позвонили мошенники, но он никак не пострадал. Но у него сохранился номер телефона, и тем самым он может поспособствовать быстрой поимке этого мошенника, когда он заходит на этот сайт и, например, вводит данные номера телефона, пройдя по ссылочке «Сдать мошенникам». И как раз сегодня ко мне звонили мошенники, представились сотрудниками ФСБ России, даже прислали приказ и ждут прямого разговора с ними по WhatsApp. Могу ответить на эту провокацию просто. Сотрудники ФСБ по WhatsApp не пишут и не звонят. Так, давайте проверим, реально ли это сотрудник ФСБ. Населенный пункт мы выбираем Якутск, способ контакта. Знаю номер телефона и номер телефона, с которого нам звонили, либо писали, то есть мы его вводим. От чего имени действует? Обязательно это нужно запомнить, что это было обращение сотрудника ФСБ, да? Обратились, все, мы ввели. И если есть возможность прикрепить, допустим, скриншоты с экрана телефона сделанные, да, скриншот переписки и так далее, то это можно сделать тут же. Вы видите, что здесь нажимаем на папочку, прикрепляем скриншот. Мошенникам вас не удалось обмануть, поэтому ставим «нет» и ваши контакты для связи. На сайте указано, что спасибо за ваше обращение, и мы передадим информацию в соответствующее ведомство, а также соберем статистику по подобным обращениям. Что делает сайт дальше? Дальше сайт сопоставляет, сколько раз
данный номер телефона был использован в каких-либо мошеннических схемах. Потому что на данном сайте мышеловка.рф вся информация, она собирается, она переводится в некую статистику, и эти номера телефонов уже фиксируются как мошеннические. То есть, если где-либо этот номер телефона всплывет, то уже человек может проверить его на этом сайте. То есть, это такой полезный инструмент, который позволяет людям заранее проверить информацию, заранее проверить собеседника, заранее проверить вообще, в принципе, цель звонка, да, человека, удостовериться, реально это человек, либо это человек-мошенник. Эти номера будут заблокированы, и уже мошенник, сделав только один звонок, он уже с этого номера не дозвонится больше никому. История стара как мир. Бесплатный сыр бывает в мышеловке. Однако люди каждый день все попадают в их уловки. Мошенникам лишь волю дай. Они придумают легенды. То банк, то безопасный счет или продление аренды. И как итог, большой кредит, а то и вовсе без квартиры. Вся жизнь спектакль. Хорошо играет тот, кто ставит блок от мастеров сатиры. Не торопитесь расставаться с деньгами. В заключение хотел бы попросить всех жителей республики, особенно города Якутска, обратить внимание на своих родных. Ведь в основном подвергаются мошенничеству люди пожилого возраста. Вниманию работодателей! Согласно указу главы Республики Саха-Якутия от 28 февраля 2024 года номер 220, в 2024 году установлен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха-Якутия, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по следующим видам экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство, производство пищевых продуктов, напитков, одежды, мебели, строительство и торговля, хранение и транспортировка, в том числе такси, деятельность гостиниц и общественное питание, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, образование, здравоохранение, научная деятельность. Запрет распространяется на всех работодателей, в том числе физических лиц, привлекающих работников для обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Запрет не распространяется на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих на территории республики, граждан, прибывающих из стран-государств, членов Евразийского экономического союза, а также граждан, прибывающих из стран с визовым порядком въезда. Несоблюдение работодателем или заказчиком работ, услуг, установленных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, ограничений на осуществление отдельных видов деятельности влечет административную ответственность по части 1 статьи 18.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.